Здравствуйте! В наших эфирах довольно регулярно вы можете видеть различные беседы и репортажи по теме туристического сезона, поскольку сфера туризма является локомотивом экономики Абхазии, которая в свою очередь способствует развитию многих других отраслей. Понятие сезона уже выходит далеко из привычного понятия «летний туристический сезон». Эти рамки стали шире. Но, конечно, пока значительно уступают по массовости летнему периоду, все это предполагает непрерывную работу соответствующих компетентных органов для достижения высоких результатов. В нашей студии главный специалист отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии Министерства туризма Республики Абхазия Тараш Хутаба. Здравствуйте, Гарри. Вот несколько дней назад проходил третий международный конгресс туроператоров на Красной Поляне, в которой участвовала и делегация из Абхазии в качестве гостя. И там, наверное, различные участники туристической сферы участвовали. Расскажите, вот какова значимость этого мероприятия, наше участие в этом, в чем польза вот, нашей туриндустрии, подобные мероприятия, чем полезны? Хотелось бы начать с самого начала, с азов. Первый раз данное мероприятие прошло 3 года назад. Это было связано с вызовами, которые встречает туристическая индустрия в России и во всем мире на сегодняшний день. Первый раз данное мероприятие произошло в Казахстане, в городе Актау, где абхазская делегация приняла участие во главе с Министерством туризма. Второй раз данное мероприятие проходило в Республике Беларусь, в городе Минск. И третий раз данное мероприятие проходило в городе Сочи на Красной Поляне. Данное мероприятие для российского турбизнеса очень важно. Хотя на сегодня, вот, если брать всех, кто там присутствовал, основные головные офисы находятся в городе Москва. Но собрать весь турбизнес в одном месте, даже в рамках города Москвы, бывает очень сложно. И обсудить все важные и насущие проблемы туризма бывает очень сложно. Из-за этого создано данное мероприятие, которое проходит раз в 1 год в разных городах России и, можно сказать, в разных государствах. Но если это вот чисто российское мероприятие, почему оно там проходило, допустим, в Казахстане 1 раз, в Минске? Ну, это международное, но в основном решаются вопросы туриндустрии именно российские. Почему международное? Там собираются туроператоры Казахстана, собираются туроператоры из Беларуси, Кыргызстана, то есть оттуда везде, куда приглашение посылает организаторы данного мероприятия, это в первую очередь Ассоциация Турпомощь, собираются, то есть международное, за это, наверное, называется. Но на сегодняшний день бизнес, турбизнес, он взаимосвязан. Не получается работать только внутри России, мы должны держать, конечно, контакты со всеми своими партнерами. В первую очередь мы, как Республика Абхазия, должны держать контакты с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, которые там представлены. Ну, тем более, что мы этим летом было заявлено, что там в тройку Да, мы вошли в тройку и в 5 лидеров по продажам, по турпродажам мы вошли. Совершенно верно. Ну вот на этом мероприятии было много участников, да, получается? Это мероприятие приняло примерно около 120 человек, то есть было представлено 120 организаций. Помимо туристических организаций, в ней приняли участие Минэкономразвития, депутаты Государственной Думы. Ну вот сейчас, поскольку зона Сочи получила статус курорта федерального значения, ну туда и будут огромные вложения. Ну, они уже наверное, не просто так, что и там проводился этот конгресс сейчас, да? Ну, Сочи в этом году был выбран, да, как одна из площадок, которую нужно будет в дальнейшем развивать и вкладывать инвестиции. Как мы видим, что турбизнес не должен останавливаться на достигнутом. Он должен постоянно расширяться и идти в ногу со временем. Чем больше инвестиций будет в туриндустрии, тем больше будет турпотока, неважно где, в Сочи или, допустим, в ту же Абхазию или в Республику Беларусь. То есть, где вот сейчас туда мы, точнее, Ассоциация Турпомощь там провела свое мероприятие, то есть она показала это не только 7 крупных туроператоров России, сделала хорошую рекламу в Сочи, но туда приехали еще агенты и приехали средненькие туроператоры, которым понравился город Сочи, и они, конечно таки, будут его уже лучше продавать и реализовывать в своих турах. Что на этом конгрессе такого полезного, вот,
для нас вы услышали? Ну, для Абхазии в первую очередь данный конгресс является маркетинговым ходом. То есть мы, как Республика Абхазия, имея свой туристический продукт, должны его представлять абсолютно на всех туристических площадках, которые представляет наш стратегический партнер Российская Федерация. И это являлось той площадкой, где мы могли прорекламировать Абхазию и рассказать о ней тем, кто о ней еще не знает. Помимо, да, вот если, допустим, брать семерку крупных туроператоров, они практически все представлены в Абхазии и работают. Но вот туроператоры более среднего сегмента, они пока не работают с Абхазией, а если и работают, они работают как раз-таки через своих посредников, то есть семерки крупных операторов, хотя они могут напрямую на сегодняшний день сотрудничать с Республикой Абхазия. И каждый раз, выступая на таких мероприятиях, мы, конечно-таки, заводим новые знакомства с новыми туроператорами и пытаемся привлечь их, чтобы они работали по направлению Абхазии в плане туризма. Понятно. Чем больше контактов, естественно, Конечно, всё это вот, будет работать. допустим, мы в этом году общались, тест-тур и так представлен у нас в Абхазии, но напрямую они практически ни с одним отелем не работают. Мы сегодняшний день взаимодействуем с ними, чтобы они потихоньку, можно сказать, входили на туррынок Абхазии. Но это все с одного раза, конечно, не получится, это все должно происходить постепенно. Ну вот была здесь вот передача итоговая по курортному сезону, где участвовал и ваш министр, и многие другие, вот говоря на тему курорта, туризма, отдыха. Ну вот прозвучало, что вот новые технологии в туризме у нас как бы очень медленно входят, мало используются. Вот для развития вот современных технологий что делается в вашем министерстве? Что там полезного, может, вы услышали на эту тему? Ну, насчет полезных технологий в развитии туризма, там у Ассоциации Турпомощь есть партнеры, которые занимаются развитием искусственного интеллекта. Вот там была представлена программа, которая была создана при помощи искусственного интеллекта. Вот на сегодняшний день турбизнес как состоит? То есть туроператор формирует турпродукт, потом этот сформированный турпродукт должен реализовать турагент. А там на сегодняшний день можно сказать, что при помощи этого искусственного интеллекта можно исключить на сегодняшний день турагента из этой системы и цепочки и прямо при помощи него покупать и продавать То есть свои... бронирование не вручную происходит человеком там? Да, то есть на сегодняшний день как? Вы, допустим, хотите купить турпутевку, допустим, ту же Абхазию. Вы приходите в агентство вам говорит, вот смотрите, на сегодняшний день вот такие отели есть, вот такие турпакеты есть, что бы вы хотели выбрать. То есть с вами на сегодняшний день происходит прямое общение. Но при помощи искусственного интеллекта можно никуда не ходить, сидя дома у себя или в офисе, и забронировать, и задать абсолютно любые вопросы. Как только вы сказали, да, вот я еду туда, и автоматически уже там забивается. Да, совершенно место. верно. Но использовать этот искусственный интеллект, конечно, таки в Абхазии нужно с умом. Его внедрение на сегодняшний день не столько для турпродуктов нужно, сколько лучше для классификации его использовать, для улучшения статистических данных. Вот если бы мы использовали этот искусственный интеллект для этой реализации, это было бы намного лучше. Мы на сегодняшний день практически всю статистику делаем вручную. Это очень большая работа, это большой объем работы. Представляете, собрать все данные по гостиницам, от туроператоров. Это на сегодняшний день довольно-таки сложная работа. Да, это помимо того, что ты его должен собирать вручную и делать, ты еще должен обзвонить, написать письма. То есть оно все это по времени увеличивает работу нашу. Когда, допустим, если бы у нас был внедрен искусственный интеллект, наподобие того, что хотят внедрить для туроператоров и турагентов, то наша работа была бы намного проще и быстрее. То есть будет собрана такая база, и работа пойдет. Конечно, уже. это будет легче как нам, так и нашему турбизнесу. То есть турбизнес должен понимать, что на сегодняшний день писать все вручную и им сложнее, и нам сложнее. А когда вам дается уже единый заполненный, допустим, личный кабинет, где вы сможете просто цифры вставить, которые нам нужны, отправить, и вы имеете общий доступ, и мы имеем общий доступ, то это было бы хорошо как для Министерства туризма, так и для налоговой, так и для статистики. Не знаю, буду ли я предвосхищать. Я слышал, что 4-й конгресс, есть вот такая информация была, что будут проводить в Абхазии. Пока хотим проводить, да? Мы хотим это провести. Для чего нам это нужно?
Как я говорил, там собиралось около 120 человек, то есть 120 туроператоров и агентов было представлено в данном мероприятии. 120 больших туроператоров и даже средних туроператоров, которые могут принять участие в Абхазии. Это было бы хорошо и желательно это делать либо в межсезонье, либо перед началом курортно-летнего сезона, либо уже после его окончания. Это большая реклама будет как для туристических продуктов Республики Абхазия, так и для самой Республики Абхазия, где со многими, с кем мы общались из среднего сегмента турбизнеса, то есть средних туроператоров, они практически не реализовывают Республику Абхазия. Когда мы общались с ними, а почему, ну а зачем, мы же там хорошо зарабатываем. Так вы можете еще больше заработать, работая прямо с Республикой Абхазия. Не надо использовать своих агентов, то есть не надо использовать крупных туроператоров или, допустим, искать по агрегаторам, какой вам нужен будет отель или где лучше купить. Это все можно сделать напрямую, работая с Республикой Абхазия. То есть данное мероприятие, если, конечно, таки нам поможет наш стратегический партнер, и в первую очередь поспособствует Сергей Владимирович Кириенко, то данное мероприятие мы бы очень хотели, чтобы оно прошло на следующий год именно здесь, в Республике Абхазия, в городе Сухум. Оно будет довольно-таки знаковым и значимым для нас, как для турбизнеса, так и для Министерства туризма. Ну, это требует, соответственно, вот вы, наверное, сейчас на конгрессе были, и там были созданы хорошие условия и проживание, и, наверное, программа была интересная. Все это надо подготовить. Да? Мы проработаем. В площадке для проведения данного мероприятия у нас в Абхазии достаточно, особенно в городе Сухум. То есть мы сделаем не хуже, а может даже лучше, чем это проходило и в той же Республике Казахстан, Беларуси или в России. Ну да, если турагенту будет понравиться. Туроператору, турагенту, неважно. Да, туроператору понравится, он увидит, что здесь все организовано, все хорошо. Но ну, то есть это все имеет значение. Мы дальше. должны понимать, что данное мероприятие в первую очередь оно было создано для решения проблемы российского турбизнеса. Когда мы обсуждали вопрос проведения мероприятия здесь, мне сразу сообщили, что, мол, вы же понимаете, что мы не можем все посвятить только Республике Абхазия. Конечно, мы понимаем, что мы все время проведения данного мероприятия не можем посвятить, но я говорю, но если мы хотя бы посвятим ему 40 или 50% времени от того мероприятия, которое хотели бы мы, чтобы здесь прошло, то это было бы уже большим плюсом. И когда мы договаривались, допустим, о том, чтобы мы хотим здесь его провести, мы сразу сказали, что это не будет мероприятие, которое будет просто на словах очень красиво проведено, красиво все сказано, и потом на этом забыли и закончили. Данное мероприятие, если мы будем проводить в Республике Абхазия, мы бы хотели, чтобы оно было с конкретными действиями. То есть не просто пришли, хорошо провели время, увидели Республику Абхазия, но и подписали определенные договора и условились о неких, я не знаю, постепенных пунктах, которых мы должны будем выполнить для лучшей рекламы Абхазии и для лучшей реализации абхазских турпродуктов. Ну, одно другому не противоречит, я думаю. Конечно, конечно, но желательно, чтобы это мероприятие все-таки прошло с пользой для Абхазии. Мы, конечно, можем провести любое мероприятие здесь, чтобы оно было красивое и пафосное, но главное, чтобы оно потом имело результат. Это Кстати, самое главное, что мы хотим. Вчера буквально проходил фестиваль, назывался «Вкус осени Фейхо». Там было очень много народу, было представлено много всего из народного хозяйства, продовольствия, просто готовилось все там. Да. И вот туристов было очень много. Всем понравилось подобное мероприятие. Чем больше таких мероприятий, конечно же, это привлекает туриста, как вы сказали. Мы сейчас разрабатываем, практически разработали событийный календарь. То есть в основном основной поток туристов у нас происходит на курортно-летний сезон, который с каждым годом увеличивается. Если он, допустим, раньше был там с мая до конца сентября, то есть на сегодняшний день с мая до конца октября у нас растянулся курортно-летний сезон, можно сказать. Но потом наступает межсезонье, когда турпоток снижается. Для привлечения турпотока в Абхазию такие мероприятия очень важны. То есть мы, организовывая такие мероприятия, должны в первую очередь согласовывать с нашим турбизнесом, особенно с российскими партнерами, чтобы они могли сделать хорошую рекламу и увеличить турпоток в межсезонье на событийном туризме. Это очень важно. Тараш, спасибо большое. Будем надеяться, что данное мероприятие, 4-й конгресс туроператоров, состоится в Абхазии. И будет все замечательно.
И мы на это надеемся. Гарик, спасибо большое за предоставленную возможность рассказать о том мероприятии, где мы были, и рассказать о том, что мы не просто так ездим, это все делается на благо и во благо нашей страны, Республики Абхазия, и развития турбизнеса. Спасибо, Тарас. Спасибо большое.